начинаем новый цикл в рамках проекта «Осетика». Этот цикл будет называться «Священный брак. Театр эпико-мифологического танца «Осетин». В целом наш проект посвящен осетинской этнокультурной традиции. И выбор хореографии в этом смысле, он не только не должен вызывать удивление, но он вполне ожидаем и закономерен, потому что, с одной стороны, хореография представляет собой такой комплексный вид искусства, который совмещает движение, музыку, устное и народное творчество, потому что танцы сопровождались песнями, танцевальный песенный фольклор. Там же есть элементы танцевального этикета, то есть правила поведения. Кроме того, кроме светских танцев, есть еще и танцы обрядовые. Таким образом, танец оказывается связан еще и с областью сакрального, священного. Собственно, вот это и объясняет определение, которое в нашем заголовке «священный». Обо всем по порядку. Уже давно сложилось представление о том, что танцы в некотором смысле являются своего рода визитной карточкой культуры, которую они представляют, что они по своему характеру репрезентативны, потому что они выражают особенности не только культуры материальной, но еще и культуры духовной. И чтобы не быть голословным, я сошлюсь на список нематериального наследия человечества, который составлен ЮНЕСКО, то есть комиссией по вопросам культуры, образования, науки Организации Объединенных Наций. Этот список включает немногим более 300 единиц. И из них 10-я часть, а может быть даже больше, представляет собой танцы. Происходит это так. Каждая страна подает заявку, и потом эта заявка рассматривается, и вот этот объект нематериального культурного наследия, он вносится в список. Если мы по этому списку пройдемся, то мы увидим там очень много знакомых нам привычных названий. То есть Испания в этот список подала фламенко, Аргентина подала танго, Бразилия подала самбо, Куба подала румбу, Саудовская Аравия подала танец с тростью, Индия подала храмовые танцы одного из южных штатов, кораллы. Вот даже этого уже достаточно, чтобы очень пристально вглядеться в то хореографическое наследие, которое нам досталось. Если говорить об источниках, то следует сказать, что запись осетинской хореографии началась в конце XIX века. Первым этой проблемой озаботился Махарбек Туганов, известный художник, собиратель устного народного творчества, просветитель, основоположник Осетинской национальной школы живописной и графической. И у него есть работа, которая, согласно его собственным записям, основана на материалах, которые он начал вести в 1896 году. Причем он придумал даже собственную методику записи хореографии. То есть он зарисовывал, естественно, позы, движения. И он при этом даже давал некую такую общую схему с указанием на положение стоп танцующих. Мы можем судить еще достаточно полно об этих танцах благодаря его комментариям. То есть он дает описание. Сам он застал традицию еще на том этапе, когда на нее было оказано минимальное внешнее воздействие. По большому счету, эта традиция аутентичная. Но другой вопрос, как можно хореографию записывать и зарисовывать, если еще мы учтем, что он не был профессиональным хореографом. Но здесь есть другое обстоятельство, которое, может быть, перевешивает все те опасения, которые я сейчас высказал. Дело в том, что он сам был прекрасным танцором, замечательным. Сохранились воспоминания. Это в Южной Осетии, там, где он создал художественное училище,
Это уже незадолго до его ухода. Отмечали выпуск очередной художников. И когда официальная часть закончилась, то начались танцы. И все были поражены даже не тому факту, что он умеет танцевать, а то, насколько легко и изящно он это делает для своего преклонного возраста. И он пояснил, что в его время, речь шла о 50-х годах XX века, что в его время, когда он еще был молодым, умение танцевать было практически обязательным. Это был один из элементов воспитания благородного юноши. Таким образом, он мог в глазах общественности показать, насколько богат его внутренний мир, насколько выразительны, сдержанные и благородные его движения, его пластика. И таким образом формировалось впечатление, да, складывалась даже своего рода репутация. Другой источник, тоже очень важный, это записи Бориса Андреевича Алборова, профессора, который был родом из Ольгинского, селения, которое находилось недалеко от Владикавказа. И с одной стороны, оно сохраняло традиционный уклад, а с другой стороны, жители Ольгинского рано приобщились к европейской письменной культуре, к школьному образованию. И вот Борис Андреевич был одним из них, согласно его же записям. А семья его была традиционная, то есть его родители, они и фольклор знали, и устное народное творчество. И он это все как бы впитал, но при этом он понимал, что эта традиция уходит, и ее надо как можно скорее и точнее записать, зафиксировать. Художником он не был, от него сохранились только словесные описания. Но они тоже очень важны и содержательны. Причем он задумывался не только о прошлом, но он еще и пытался обозначить перспективу. Он говорил о необходимости того, чтобы традицией занимались профессионалы. Профессиональные композиторы, профессиональные хореографы, профессиональные сценографы. И приветствовал создание детского ансамбля народного танца. Помимо этого есть как бы разрозненные, да, такие фрагменты, упоминания, какие-то краткие описания. И все это является хорошей и надежной опорой для того, чтобы сегодня, да, обладая тем инструментарием, который предоставляет наше распоряжение современное гуманитарное знание, обратиться к хореографии и попытаться ее систематизировать, осмыслить. Надо признать, что мы не первые, конечно. То есть вот уже начало записей фактически и было их систематизацией. То есть танцы делили на сольные, парные, массовые, да, в зависимости от количества участников. Танцы делили на мужские и женские, танцы делили на светские и обрядовые. И, в общем-то, какое-то время казалось, что этого, в общем-то, и достаточно. Однако даже уже в 60-е и в 70-е годы стало очевидно, что следует двигаться дальше. И вот известный хореограф Хаджисмел Варзиев, который хорошо чувствовал традицию, в 1964 году, если я не ошибаюсь, будучи студентом ГИТИСа, он в качестве дипломной работы сделал такую композицию художественно-хореографическую, которая называлась «Шой», которая была основана на осетинском обряде Кахсганан, то есть обряд, исполняемый по поводу рождения мальчиков. И, в общем-то, это был для своего времени прорыв. В постановке участвовали артисты государственного ансамбля «Алан», и эта постановка, она была первой попыткой театрализации. То есть это такой качественный шаг вперед. Потому что театр, он уже предполагает некое внутреннее единство всей осетинской хореографии. И через театральность осетинская хореография вписывается в такое широкое пространство этнокультурной традиции. Это была первая попытка, которая, я думаю, предполагала и как бы дальнейшие шаги. Однако этим дело ограничилось, но тем не менее этот шаг был сделан.
те идеи, которые были заложены, они сохраняют свою актуальность. Дело в том, что театральность вообще свойственна традиционной культуре. Но проявляет она себя в наиболее яркой такой, убедительной форме в обряде. Вот такой обряд, например, осетинский, связан с новогодними праздниками, да, когда ходили хазаронта. То есть одевали маски, да, они назывались сашкомджента, там была маска петуха, или просто была маска с таким большим ртом, милзах, или была маска козла. Эти маски тоже в свое время Туганов зарисовал. А какие-то из них хранятся в этнографическом музее в Петербурге. И когда ходили по дворам, поздравляли домочадцев с Новым годом, то в числе участников этой процессии был обязательно один в шубе, вывернутой наизнанку. И он как бы оказывался в эпицентре театрального действия. То есть, когда выходили домочадцы, то им желали всего самого наилучшего в наступающем году, всяческих благ, всяческого благоденствия. А вот этот в шубе, он падал на землю. И он вел себя так, как будто он вот-вот испустит свой дух. И домочадцы должны были от него как бы откупиться. То есть они выносили угощения, они всячески его поощряли к тому, чтобы он встал. И в итоге вот эта сценка, она фактически означала умирание и возрождение к новой жизни. И в конечном счете обновление мира. То есть это, собственно, та идея, которая лежит в основе самого новогоднего праздника. И эта театральность, она лежит на поверхности, она ни у кого не вызывает сомнений. Но вот сделать шаг обряда к хореографии требовало определенных усилий, определенной смелости. И шаг этот был сделан, а позднее он был подхвачен Виолой Ходовой, которая организовала театр обрядового танца. То есть она фактически осуществила, довела до логического конца вот эту идею. Ей во многом это удалось, причем, на мой взгляд, этот опыт был совершенно успешным, даже в каком-то смысле блистательным. Ей это удалось, потому что она опиралась на этнологические разыскания Вилена Савельевича Ворзиати, который занимался играми и развлечениями осетин, и как бы нашел ключ, в общем-то, к пониманию этой области народной культуры. И ей колоссальную помощь оказал Валерий Андреевич Цагараев, этнолог, культуролог, который тоже был глубоко погружен в эту проблематику и который внес такой значительный вклад в эстетику этого действия. А дальше она, конечно, сама, потому что у нее было, да, к сожалению, ее не стало. У нее было прекрасное художественное такое мышление, при этом она совершенно оправданно обращалась к традиции мира искусства. Это такой круг художников дореволюционный, в который входили Бенуа, Бакс, Лансере. Это уже была культура модерна. То есть, собственно, стоял вопрос о том, как традиционную осетинскую хореографию перевести в пространство модерна. Вообще, осетинское национальное возрождение начала XX века происходило в пространстве модерна. Вот самый яркий, несомненный пример – это Махарбек Туганов. Сначала он учится у Репина в Академии художеств, то есть это академическая живопись. А затем он едет в Европу, в Мюнхен, он учится у Ашбе. Это уже европейская школа модерна, да? Август Климт, ну и так далее. Тот же модерн в поэзии – это Алихан Токати. Да? Если говорить о модерне в архитектуре, то это наш проспект. Если говорить о модерне в литературе в широком смысле слова, то это издание «Нарских сказаний», так называемая сводная версия, руку к которой приложил в том числе и Иван Джанаев, Нигер,
да, замечательный остинский поэт. В плане драматургии это, конечно, Илбыздыко Бретаев. То есть вот становление остинского профессионального театра, а это важно для нашей темы, потому что мы же будем говорить о театре хореографическом, оно тоже происходило в пространстве модерна. Поэтому такой переход к театру уже не обрядовому, а театру эпико-мифологическому, он во многом предопределен. То есть он подготовлен всем ходом развития осетинской традиционной культуры. О чем идет речь? Вот если мы говорим о обрядовом театре Виолы Ходовой, то там в основе драматургии лежат так называемые обряды перехода или инициации. Это, собственно, то, что делал Хаджи Исмаил Варзиев. Там был обряд рождения мальчика, появления мальчика на свет. А в традиции человек переходит через разные инициации. Например, вот такой есть обряд савоккак. То есть, когда мальчик получает право посещать общественные мероприятия. Другой обряд – это свадьба, да, это обряд перехода. Ну и так далее. Да, вот, когда человек покидает этот мир, это тоже обряд перехода. А вот театр эпико-мифологического танца, связанный с обрядом, конечно, но он идет дальше. Он исходит из того, что во время танца происходит драматизация или инсценировка неких эпико-мифологических событий. Иначе говоря, в этнологии существует школа, основанная Брониславом Малиновским, которая давно и вполне убедительно показала, что все обряды являются инсценировкой событий начальных времен. То есть люди, сами того не подозревая, во время исполнения обряда разыгрывают некие события, которые произошли в эпоху первотворения, когда возникает само мироздание, когда появляется человек, когда складываются правила, на основе которых существует общество. Другой пример наглядный – это фламенко. То есть во время исполнения фламенко мы имеем дело, инсценировку корриды. То есть мужская партия тореадор, он и одет так, как бы в костюм тореадора. Партия женская – это воплощение природной стихии. То есть бык – это водная стихия, да? Не случайно Европу бык похищает, да? Зевс превращается в быка, плывет. И вот эта связь женщины с водной стихией, ну, в остинской традиции все женщины, они дочери Донбеттера. Или дочери, или внучки, или правнучки, ну и так далее. То есть владыки водного царства. И вот этот танец фламенко, там, кстати, есть обязательно, есть и музыкальное сопровождение, и хор, и есть и певец. Этот певец, он же и распорядитель танца, потому что он с тростью, которая указывает на его статус. И вот так происходит драматизация поединка героя с хаосом. Это основа перехода к космическому порядку. От уродства, от тьмы, от безобразия, да, от беспорядка к свету, красоте, определенному порядку. И, по сути, это и есть иллюстрация священного брака, брака неба и земли, где герой несет в себе небесное начало, у него в руке оружие холодное, шпага у тореадора, это молния. А женщина, она воплощает водную стихию. Она олицетворяет начало природное. И соединение неба и земли дает рождение герою, дает рождение солнцу. И вот эта мифологема священного брака или иерогамии, она будет обсуждаться нами на протяжении вот последующих 9 частей.